Амана, Мукадара, Муаджал. Это не заклинание, это термины исламского банкинга, который перестает быть экзотикой для России. Сегодня законопроект, направленный на развитие исламского банкинга, прошел свое первое чтение в Государственной Думе. Говорят, что это огромный шаг в развитии. Это подчеркивают на сессии Сбера на полях Казан-форума с участием Раисы Республики. Западная финансовая банковская система от нас немножко отвернулась. Значит, мы должны найти тех партнеров, которые нас видят. Партнерами готовы стать 120 мусульманских стран. Понятие «исламский банкинг» знаком Татарстану более 5 лет. А в масштабах страны сегодня сделан первый шаг к принятию закона. Так, российский исламский банкинг упрочил свою позицию на мировой арене. Локомотивом выступил Татарстан. Мы думали только халяль, еда, ничего подобного. Это халяльный образ жизни. Если у нас 20 миллионов мусульман, эти люди должны иметь возможность пользоваться вот этими услугами, в том числе и банк. То есть, может быть, он вообще не должен уступать по конкурентности. Условия для исламского банкинга не должно быть хуже, чем классические. Кроме этого, нам надо двигаться по халяльному здравоохранению, халяльному образованию, халяльному образу жизни, туризм. То есть, и к нам приедут люди. Но прежде чем вводить регулирование, необходимо провести эксперимент. 4 региона России попали в пилотный проект по внедрению партнерского финансирования. Это Татарстан, Чечня, Дагестан, Башкортостан. Сегодня практика нашей республики становится ориентиром не только для этих регионов, но и для рабочей группы Центробанка. Именно она проведет анализ эксперимента. Мы все должны на самом деле отработать, чтобы вот этот пилот был показательным, и дальше уже эти инструменты они должны транслироваться и на другие субъекты. От всех этих мероприятий, конечно, ожидаем положительные решения, и что наконец-то исламский мир России, как и подчеркнул глава Татарстана Рустам Нургалиевич, наконец-то могут наравне с классическими банками пользоваться всеми продуктами. В Татарстане 16 структур работают в соответствии с нормами шариата. Один из них – Центр партнерского финансирования Сбера. Нехватку профессиональных кадров банк решил самостоятельно благодаря образовательной программе. Оказать содействие исламскому банкингу России готовы иностранные партнеры. Чем привычнее будет инвестиционная среда России для мусульман, тем проще привлечь зарубежные инвестиции. Я бы хотел сказать огромное спасибо руководству России. Это прогресс, это отличный путь к сотрудничеству, но впереди много проблем. Мы говорим, исходя из своего опыта. Главное помнить, что прибыль должна быть результатом добавленной стоимости, а это инфляционная безопасность и здоровье экономики. Уже начинают приезжать люди, интересоваться бизнесом, потому что видят, что Россия, по большому счету, доказала, что она все-таки... И наша внешняя концепция недавно президент озвучил, что страна наша все-таки будет отстаивать позиции традиционные. Страна будет защищать институт семьи, и это важно. И думаю, что население планеты на это очень активно реагирует. К июлю должны принять профильный закон об исламском банкинге. Он обеспечит прозрачность всех процессов, а Татарстан будет делиться своими наработками и опытом с другими регионами. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, Данил Филатов, ТНВ, Казань.